Ростовского. Так, внимание сюда, Остальные внимание. тоже, да. Итак, мы находимся в Домбае. Сегодня 4 августа 2019 года. Благодаря моему дорогому другу и брату, старшему другу и брату Руслану Баянсузову, я сегодня познакомился с уникальным человеком. Хвала Всевышнему, у меня таких знакомств очень-очень часто происходит. Итак, Мустафа Узденов, собиратель фольклора карачаевского народа и великолепный переводчик. Мустафа, что вы сейчас Лермонтов нам выхожу один я прочтете? на дорогу. Ага, Одно из Лермонтов. позднейших его стихотворений, написанных перед смертью в 1841 году. Понял. На. Ну хорошо, давай. Не, так лучше будет. Ира, я уже Слушай. понял, что вы уже встретились. Давай. Давайте сперва полностью на русском, а тогда потом полностью на... Пожалуйста. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так уснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел, и шумел. Надо сказать, что вот это не все читатели Лермонтова знают, что темный, под темным дубом имелся в виду у него темный, неграмотный народ в то время. Понятно. Вот. Чтобы всей своей дубравой, всей зеленой листвой склонялся и перелистывал, так сказать, его листы, его творений, его книг. Вот что он имел в виду. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь народа к своему сыну, великому сыну Лермонтову, ставшему таким же сыном, как для русских, многим другим народам бывшего Союза СССР. Вот это я хотел передать и постарался на карачаевском языке. Теперь, перевод я осуществил рифма в рифму, слог в слог. Ничего чтобы себе. можно было Это петь. очень сложно. Чтобы можно было петь, если нет Но хворостов. карачаевский язык это позволяет, да? Да, в данном случае я постарался уложиться, но пока певцов не находится, к сожалению. Пусть не Штокола, пусть не Хворостовский, но мало кто берется еще за это, кроме любителей, конечно. По радио еще не звучало. Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов, «Köçürme», перевод. Şoş geçem, canınızma, Чуть-чуть громче. yol canadım. Tuvana otluk taşın töşep, Allah'a calancer tabınadı, em culduzla söyleşet. Kök bütün seyirdi, alamattı. Tınçayadı cer köksüllenip, menuğa canım ne kıynalattı. Var mıdı davum ökünlenim.
Yaşavdan da olamayım acıklı da. Bir cukka da tülme ökünlük. Küsegen zatım teren cukudu. Tabalsam tınmıbla erkillik. Cuklarga ömürle de talpıyma. Tar kabır tepleme üsümü. Kalkuda yaşav gücü tarkaymay. Serüün solurça öşünüm. Örgüden keçe kündüz ene de. Sülmeklik küle de kuyula. Karanğı mincil çakkan emen de. Kaplana da em de. Шулдай, шулдай. Теперь я вам хочу сказать, что Все понял. да. Спасибо огромное. Пек сау бол. Гаси.